Человек говорит мне: «Я так много грешил, и я потерял весь иман, который у меня был. Можете ли вы мне что-нибудь посоветовать? Как мне стать лучше?» Да хоть сейчас, дружище. Вот мой совет. Обратись к Аллаху и скажи: «О Аллах, прости меня». Вот так просто. Да, именно. Что отличает ислам от любой другой религии? В исламе нет посредников. Вам не нужно заходить в кабинку, класть деньги в ящик или сидеть исповедоваться перед другим человеком. Нет. Все происходит лишь между тобой и Аллахом. Прямо сейчас, между тобой и Аллахом. Скажи: «О Аллах, прости меня», и знай, что Аллах простит. В этом красота ислама. Неважно, кто ты, неважно, где ты находишься, неважно, в каких условиях, независимо от того, сколько грехов ты совершил, знай, что Аллах Азза ва Джаль прощает все грехи. Хадис Кудси, достоверный хадис. Что говорит Аллах? И еще даже до этого Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «О рабы мои, приступившие мои заповеди, сделавшие это против самих себя, никогда, никогда не оставляйте надежду на милость вашего Рабби, на милость вашего Господа. Никогда не теряйте надежды». Валлахи, я здесь не для того, чтобы как-то подсластить, знаете, или попытаться вдохновить, или поразить вас своей речью. Валлахи, нет. Я просто озвучиваю вам достоверную информацию. Никогда, и неважно, сколько грехов вы совершили, никогда не оставляйте надежду на милость вашего Господа. Взгляните на эту концепцию ислама. Готов спорить на что угодно и с кем угодно. Вы знаете, все остальное в этом мире – ваш лучший друг. Как это принято говорить? BBF? Так? Я не очень разбираюсь в сленге. BBF? Как? BFF? Аббревиатура фразы «Best Friends Forever». Помню, кто-то прислал мне это, я спрашиваю: BFF, что это за буквы такие? Мне отвечают: это лучшие друзья навсегда. Чего? Лучшие друзья? Ладно, как бы то ни было, я уверен, что у всех в этой комнате, у каждого в этой комнате есть лучший друг. Есть кауэй. Или, как это принято говорить в определенных кругах, братан. Мы братаны. Касам, мой братан. Да я за него пулю готов словить, бро. Тут затрещали хлопушки, и все братаны кинулись в рассыпную, да? У каждого присутствующего здесь есть лучший друг. Клянусь Аллахом, независимо от того, насколько сильна ваша дружба, если вы, так сказать, нажмете определенные кнопки, у Аллахи от вас отрекутся. Я знал таких бывших лучших подруг, которые воевали друг с другом из-за того, что одна сказала что-то не то, другая посмотрела не так. Я знал парней, кровных братьев еще со школы, всегда вместе, которые начали воевать и стрелять друг в друга. Валлахи, в этой дуне ничто не вечно. Любой, каждый в этом мире, если затронуть нужные струны, отречется от вас. Вы можете работать на некую компанию, можете отдать этой фирме лучшие годы своей жизни, проработать там 30 лет подряд, совсем без выходных, никогда не беря больничный, каждый день приходя как минимум за 10 минут до и задерживаясь не меньше, чем на 10 минут после работы. И, валлахи, даже в такой ситуации у компании есть определенные расписания, у них есть правила и планы. Если вы их нарушите, все, вам конец. Вас больше нет, вы уволены. Даже твоя собственная мать. Есть кто-нибудь из присутствующих, кто сомневается в том, что в этом мире нет ни одного человека, любящего вас больше, чем ваша собственная мама?
Это невозможно. Но у Аллахи даже твоя мать, если поступить определенным образом, откажется от тебя. Но Аллах, субхану ва тааля, Бог, Господь, говорит: «О рабы мои, и если вы даже будете делать все, что вам вздумается, сделайте это миллион раз, ослушайтесь меня, творя все, что вам вздумается в течение 10, 20, 30, 40, 50, 60 лет. Вы никогда не молились, никогда не постились, грех поверх греха. А затем, однажды, всего лишь один раз вы повернетесь ко мне и скажете: «Я раб, о Господь». Аллах скажет: «Что тебе? Что ты хочешь?» Аллах прощает. Для этого не требуется читать специальные книги. Тебе не нужно регистрироваться или подавать заявку. Сейчас, прямо сейчас, между тобой и Аллахом, и никто другой не может этого отнять. Повернись к Аллаху. Аллах говорит: «Раб мой, если ты придешь ко мне с грузом грехов размером с землю, но при этом ты не предаешь мне сотоварищей, я приду к тебе с прощением соответствующей величины». Аллах говорит: «О мой раб, если ты шагнешь ко мне на длину ладони, я приближусь к тебе на длину руки. Если ты двинешься ко мне пешком, я побегу тебе навстречу. Раб мой, когда ты вспоминаешь меня, я вспоминаю тебя. Раб мой, если ты забываешь меня, я все еще помню о тебе». Так что да, если ты согрешил и потерял надежду, призываю тебя, прямо сейчас сделай тауба пред Аллахом. Прямо сейчас, всем своим сердцем искренне попроси у Аллаха прощения, и у Аллахи ты сразу же почувствуешь вкус имана. А затем, конечно же, работай над собой и пытайся приблизиться к Аллаху. Я уверен, ты знаешь как.